Президент Таджикистана Эмомали Рахмон определился с будущим страны. Его 32-летний сын Рустам назначен вторым лицом в государстве. Власти Казахстана требуют вернуть пособие в $95 всех граждан, кому оно якобы досталось незаконно. В противном случае большой штраф или тюрьма. Формально те люди, которые не потеряли доход, они однозначно понесут это. Они формально подозреваемые, понимаете, да? Есть те, кто вернул деньги, это подозреваемые. И правительство Афганистана решило выпустить на свободу около 10 тысяч заключенных. Среди них много женщин с детьми. Они жалуются на ужасные условия содержания и не знают, как прокормить себя в будущем. Нам сказали, что освобождают, чтобы наши дети там не заразились. Со мной в тюрьме находилась моя дочь. Она сильно исхудала там. Вы смотрите информационную программу «Настоящее время Азия». В пражской студии я, Сайхан Цинцаев. Здравствуйте. Сын президента Таджикистана Эмомали Рахмона официально стал вторым лицом в государстве. На первой сессии Верхней палаты парламента Рустама Эмомали, по совместительству мэра столицы, избрали спикером Сената. Такой исход голосования ранее прогнозировали политологи и независимые СМИ. Подробности у Ширвона Шарипова. С сегодняшнего дня Рустам Эмомали второй после Рахмона в Таджикистане. Сенаторы поддержали его кандидатуру на пост спикера единогласно. По Конституции Таджикистана он возглавит страну в случае отставки, признания недееспособности или смерти действующего президента, то есть на 3 месяца до следующих выборов. 32-летний сын Эмомали Рахмона за несколько лет сделал головокружительную карьеру. Самый молодой генерал в СНГ, экс-глава агентства по борьбе с коррупцией, президент Федерации футбола. 3 последних года он был мэром Душанбе. В марте этого единогласно выбран сенатором от столицы. Первым с назначением поздравил сына Эмомали Рахмон. Я поздравляю всех вас с избранием и назначением члена Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан и желаю вам успеха в выполнении ваших ответственных обязанностей. Я также поздравляю Рустама Эмомали с избранием на пост председателя Маджлиси Милли. Сессия Сената началась в 10 часов утра по местному времени, но информация об избрании Рустама Эмомали спикером Сената была опубликована на сайте президента только в 5 часу дня. Политолог Шокирджон Хакимов объяснил эту задержку. Никаких проблем не должны были возникать, но казус заключается в том, что кое-кто сопротивлялся. Условие было для Убайдулоева, чтобы он на 5 лет согласился быть простым членом. Он не захотел. Он сказал, я войду в том случае, это согласно слухам. Если ему дадут возможность продолжить руководство работу в качестве председателя Верховной палаты или спикера. До этого Махмад Саид Убайдулоев, о котором говорит эксперт, был мэром столицы, являлся бессменным спикером Сената Таджикистана со дня его основания в 2000 году. Сын Эмомали Рахмона занял те же должности, которые раньше занимал Убайдулоев. Местные СМИ уже называют эту сессию Сената исторической. Впервые за 20 лет имена 8 членов Сената, которых назначает президент, стали известны только перед самим заседанием. И назначение Рустама Эмомали, сына президента, полностью открыло все планы власти на будущее. О последних решениях таджикистанской власти мы поговорим с политологом Аркадием Дубновым. Он на протяжении почти 30 лет наблюдает за судьбой Таджикистана. Аркадий, добрый вечер. Добрый вечер. Как вы думаете, президент Таджикистана встречал какое-либо сопротивление при назначении его сына на вторую по значимости должность в стране? Ну, я не исключаю этого. И вполне даже могу допустить, что в окружении ближайшем Эмомали Рахмона были люди из его ближайшего же отряда, которые были с ним все эти годы, которые понимали, к чему приводит вот такая узурпация семейная власти в Таджикистане, установление непотического режима, да? То, о чем сейчас вот говорил мой таджикский коллега, ну, наверное, имело место. Убайдулаев, которого я тоже помню все эти годы, человек достаточно волевой, властолюбивый. И, конечно, он так просто не сдался бы. Но я думаю, что его эпоха подошла к концу. Но, во всяком случае, у него ничего не получилось. Аркадий, в ноябре в Таджикистане состоятся президентские выборы, и всех интересует вопрос, останется ли Рахмон на своем месте, или же власть он передаст своему сыну. Как вы думаете?
Вы знаете, я думаю, что и сам Рахмон сейчас этого не знает. Я вас уверяю, что он сейчас сегодняшним, так сказать, усаживанием своего сына 33-летнего на пост главы Сената на самом деле подложил себе соломку на всякий случай к тому моменту, когда будет принято решение о выдвижении кандидатов, чтобы быть готовым к одному из двух возможных вариантов. Судя по внешнему виду, Эмомали Шарипович еще может какое-то время восседать в качестве лидера нации, но он понимает, что это долго продолжаться не может. Поэтому на всякий случай все будет зависеть от того, как будет проходить пандемия коронавируса, справится ли Таджикистан и, точнее говоря, сам Рахмон с имиджем лидера, который сумел уберечь страну, запретить коронавирусу проникнуть в страну. Мы сейчас видим вот это безупречное сражение, пока коронавирус ему сдается, и его имя фактически нельзя произносить в СУЕ. Так Я что вас он еще может хотел себя, конечно, спросить, Аркадий, до президентских выборов, которые должны пройти осенью, в стране могут объявить режим чрезвычайной ситуации, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться? В отдельных местах я допускаю такое возможно. Там, где будут вынуждены заявить о том, что есть больные, которые находятся в тяжелом положении, даже приводят к летальным исходам этой ситуации, он вынужден, так же как в соседней Киргизии, объявить чрезвычайную ситуацию или чрезвычайное положение в отдельно взятых регионах. Но, конечно, как и сейчас, будет сказано, что это не связано с коронавирусом, что это просто легочное заболевание и тому подобное, либо инфаркты. Еще один вопрос, думаю, он Аркадий. будет стремиться до конца удержать страну от коронавируса. Еще один вопрос, если можно коротко. Сын Рахмона известен своей немногословностью на публике, и оппозиция объясняет это его неграмотностью. Как вы думаете, если власть все-таки перейдет к Рустаму Эмомали, он сможет удержать власть после отца? Так же, как и в случае с коронавирусом. Да, если, конечно, ему прикажут удержать эту власть, то силами его нукеров, так сказать, с помощью силовых структур, он, конечно, ее какое-то время удержит. Но этот режим вот в таком виде, во главе с сыном, но при живом отце, какое-то время, конечно, будет существовать. Но все будет зависеть от биологического, так сказать, ресурса отца Рахмона. Как только с ним что-то случится, Рустам не удержит власть. Это очевидно. Спасибо вам большое. На прямой связи с нами был политолог Аркадий Дубнов. В Казахстане намерены привлекать к уголовной ответственности граждан, которые незаконно получили соцвыплаты. По новым правилам, получить $95 могут только те, кто полностью потерял доходы из-за ситуации с коронавирусом. Остальным придется вернуть государству деньги обратно. Тех, кто ослушается, штрафуют на крупную сумму, либо отправят за решетку. Ернур Дажанов продолжит тему. 42 500 тенге наделали в стране немало шуму. Сперва казахстанцы мучились заявками из-за перебоев в работе интернет-ресурсов, потом штурмовали банки, чтобы открыть счет. Теперь новая и куда более серьезная напасть. В Министерстве труда заявили, многие граждане получили соцвыплаты незаконно. Соответственно, деньги надо вернуть. Так как сейчас ЧП, пакет документов мы не требуем, приказ об отпуске без содержания и так далее. Подали заявление в максимально простой форме. Мы проверяем автоматически и принимаем решение. Все. Но ответственность за ложные данные полностью на том, кто подает. Ответственность, как выяснилось, серьезная. Гражданам, которые получили денежную помощь незаконно, грозит статья за мошенничество. А это штраф почти в $25 000, либо 4 года тюрьмы. Такое заявление властей не на шутку переполошило население. Кто-то ринулся возвращать деньги, а кто-то не знает, что делать. В основном это те, кому из-за ЧП сократили зарплату. Поэтому они подали заявку на соцвыплату и получили ее. Важно, что возврат денег государству по закону не освобождает от ответственности. Об этом говорят юристы. Но по их словам, все в руках властей. Закроют ли они на это глаза, либо действительно будут наказывать граждан. По закону формально те люди, которые не потеряли доход, они однозначно понесут это. Они формально подозреваемые, понимаете, да? Есть те, кто вернул деньги, это подозреваемые сами себя. То есть, согласитесь, они же признались. Вот зачем, вот простой пример. Зачем ты вернул деньги? Да, человеку спрашивают. А потому что я не имел права. Вот, ты не имел права, значит, ты незаконно получил.
По новым правилам Минтруда на 42 500 тенге могут рассчитывать граждане, потерявшие свой доход. Власти разделили их на две группы – представители малого и среднего бизнеса и самозанятые, оплатившие единый социальный платеж. Правда, и у таких казахстанцев получить заветные деньги не всегда получается. Алексей Барышев из числа индивидуальных предпринимателей. До ЧП занимался реставрацией мебели и установкой дверей. Никаких отчислений не делал. Сейчас из-за карантина дело встало. У мужчины 4 детей. На какие средства жить дальше, он не знает. Последний момент вот мы сделали, и на супругу я сделал выплату, и на себя сделал выплату в надежде, что одобрят помощь эту, потому что сейчас нуждаемся как никогда. Жалуются граждане и на то, что власти отказывают в выплате 42 500 тенге из-за того, что у них есть несколько источников дохода. Но откуда чиновники берут такие данные, казахстанцы не понимают. Мне пришел отказ с комментарием, как будто бы у меня 2 источника дохода, чего я совершенно не поняла. У меня только один источник дохода. Нам сократили зарплату, естественно, и часы, но откуда эта информация, то что 2 источника дохода, я не понимаю. Помощь пришла откуда не ждали. Айгерим, на свое удивление, получила соцпособие в размере $1200 от властей США. Да, вы не ослышались. Дело в том, что после учебы по программе «Болашак» Айгерим 1,5 года проработала в Штатах и после вернулась на родину. У меня остался счет американский. Я открыла, посмотрела, увидела то, что мне тоже начислили. Ну вот, отчисление делала за 2018-2019 год, и, получается, мне они вернулись. Удивлены такому отношению властей США и другие казахстанцы, проживающие за океаном. Тимур Хан, гражданин Казахстана, проживает в Штатах по грин-карте. Из-за ЧП тоже пришлось приостановить свой бизнес. За выплатой соцпособия, говорит мужчина, не обращался. Это произошло вчера, 15 апреля. Совершенно я не подавал никаких прошений, заявок, никому не звонил, не писал писем. Я просто ехал в машине, и мне пришло сообщение о том, что на мой счет поступило $1200. Более подробно разбираться, кто получил незаконно соцвыплаты, власти Казахстана намерены после снятия ЧП. Пока же чиновники лишь просят вернуть деньги и не подавать заявки, если вы не можете претендовать на 42 500 тенге. Ернур Душанов, Ганизат Оспанов. Настоящее время. Азия. Казахстан. В Алматы коронавирусом заразились 54 курсанта пограничной академии. В управлении здравоохранения города сообщают, что их состояние оценивается как удовлетворительное. Все заразившиеся сейчас находятся под наблюдением врачей. Подробнее об этом и расскажет наш корреспондент Шолпан Аразбекова. Она на прямой связи из Алматы. Шолпан, добрый вечер. Расскажи, пожалуйста, что говорят об этой ситуации чиновники Горздрава? Привет, Сайхан. О том, что курсанты погранакадемии заразились коронавирусом во время несения службы, стало известно еще в начале этой недели, но тогда сообщалось о 18 случаях. И выявили коронавирус у курсантов только благодаря тесту на коронавирус, так как каких-либо симптомов у военных не было. Курсанты заразились, несмотря на меры безопасности, они работали в перчатках и в масках. Но вот сегодня глава Горздрава Алматы сообщил, что число зараженных среди курсантов уже превысило 50 человек. Я же отмечу, что с начала карантина к патрулированию Алматы были привлечены 150 курсантов. Давайте послушаем главу управления общественного здоровья Алматы. Вначале мы выявили коронавирусную инфекцию у 14 курсантов Академии. После проверки число зараженных выросло до 54. Они все находятся в инфекционной больнице. Их состояние удовлетворительное, получают все необходимое лечение. Шолпан, а в Казахстане определили группы риска, то есть у кого больше шансов заболеть COVID-19? И что в связи с этим делают власти? Да, по последним новостям мы все больше узнаем о зараженных специалистах, которые привлечены к работе во время карантина. Ранее Минздрав прогнозировал пик заболеваемости на середину апреля, и вот сейчас Казахстан как раз-таки входит в этот период. Но Минздрав сейчас из-за высокого уровня заражения уже начинает полномасштабный скрининг населения, и по большей части это коснется тех специалистов, которые работают в тесном контакте с зараженными. Но не
несмотря на вот такие цифры, к сожалению, казахстанцы продолжают нарушать правила карантина. И зная, что они нарушают закон, они все равно продолжают выходить на улицу. С начала карантина только по Алматы к административной ответственности были привлечены более 1000 человек. Шолпан Разбекова была с нами на прямой связи. Спасибо большое. К другим темам. Международная коалиция трудовых и правозащитных организаций Cotton Campaign отказала Узбекистану в просьбе отменить бойкот хлопка. Об этом сообщается на сайте организации. Ранее министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Назим Хусанов направил письмо руководству Cotton Campaign. В нем он просил снять глобальный бойкот на узбекистанский хлопок, который был установлен в 2006 году. Свою просьбу Хусанов обосновал тем, что из-за пандемии коронавируса в стране сложилась тяжелая экономическая ситуация. Работу потеряли порядка 1,5 миллиона граждан страны. Отмечу, что от узбекистанского хлопка отказались 305 мировых брендов одежды, поскольку в стране используется принудительный труд во время сбора урожая. Тем временем в Узбекистане коронавирусом заболели уже 1380 человек, больше всего заразившихся в Ташкенте – 420 человек. А в Афганистане в рамках борьбы с коронавирусом из тюрем начали выпускать заключенных. Согласно президентскому указу, на свободу выйдут примерно 10 тысяч человек. На сегодня из пенитенциарных учреждений вышли 5300 заключенных, в их числе 110 женщин, в основном те, кто находились там с маленькими детьми. Из Кабула репортаж Лизы Карими. 45-летняя Халида, мы изменили ее имя, вышла на свободу по президентскому указу больше недели назад. В тюрьму она попала из-за кражи. Чтобы прокормить 10 своих детей, год назад она пошла на преступление. Ее приговорили к 5 годам лишения свободы. Если бы не коронавирус, женщине пришлось бы отсидеть еще 4 года. Нам сказали, что освобождают, чтобы наши дети там не заразились. Со мной в тюрьме находилась моя дочь. Она сильно исхудала там. В тюрьме условия совсем плохие. Заключенные теряют там здоровье. Первыми на свободу власти выпустили как раз тех, у кого не важно со здоровьем. Вторая группа – это заключенные за 50. Практически все, кто покинул стен тюрьмы, жалуются на ужасные условия содержания. Со мной в камере было 11-12 человек. На всех этих людей давали 2 мыла на 2 недели. После начала эпидемии в камерах пару раз провели дезинфекцию. Еда тоже неважная – хлеб и картошка. Тем временем из-за медленной работы властей по освобождению заключенных в некоторых тюрьмах узники объявили голодовку. По словам уже вышедших на свободу, в некоторых тюрьмах уже выявили несколько случаев COVID-19. В группе риска как раз женщины с больными детьми. С нашего блока увезли одну девушку с подозрением на коронавирус. Нам сказали, что у нее вышел отрицательный результат, но ее все равно увезли в больницу. По данным властей, сейчас в тюрьмах страны содержится 906 женщин. Почти половина из них отбывает наказание вместе со своими маленькими детьми. Процесс освобождения затягивается, но власти обещают выпустить их в первую очередь. Я хочу сообщить, что процесс освобождения заключенных полностью прозрачен и свободен от коррупции. Да, есть часть заключенных, которые не вникают в суть президентского указа. Они не подпадают под критерии указа, но они требуют, чтобы мы их освободили. Мы, несмотря на угрозу эпидемии, не можем нарушать закон, что бы там ни происходило, голодовка или еще что-либо. Мы их не освободим. Тем временем в стране уже зарегистрировано 840 инфицированных COVID-19. Лиза Карими, специально для телеканала «Настоящее время», Кабул, Афганистан. Это программа «Настоящее время. Азия». Мы продолжаем. В Кыргызстане закрывают отдельные медучреждения из-за заражения коронавирусом врачей. Сегодня на дезинфекцию отправили поликлинику в Бишкеке. У 4 ее сотрудников тест на COVID-19 дал положительный результат. Коллективы еще 4 центров семейной медицины боятся возвращаться домой и просят срочно их обследовать. По официальной статистике в республике 489 инфицированных, практически каждый 4-й из них медик. Между тем, пока врачи пытаются спасти себя и пациентов от коронавируса, все меньше внимания уделяется больным другими тяжелыми заболеваниями. Так, без необходимых жизненных препаратов остались пациенты, страдающие онкологией. Многим пришлось отменить курс химиотерапии. Под угрозой жизни тысяч людей, большинство из них – дети. На прямой связи с нашей студией директор общественного фонда «Помогать легко» Динара Аляева. Фонд, который возглавляет Динара, помогает онкобольным детям в Кыргызстане. Динара, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, в первую очередь не можем вас не спросить, как отразилось введение режима чп на пациентах? Все ли могут добраться до больниц? Есть ли у них средства на лечение и принимают ли их врачи вообще? Да, в настоящее время сложилась сложная ситуация. У нас на юге, как раз там, где у нас эпицентр заражения пошел коронавируса, находится примерно 6 детей в Ноакате, в Сузаке. И, к сожалению, родители с детьми не могут пройти блокпосты, чтобы добраться до отделений в городе Аше. Сложно передать лекарства. И, конечно же, все это очень тяжело в плане того, что никто не регулирует этот вопрос. Нету коммуникации между Минздравом и штабом, чтобы давали распоряжения о свободном передвижении пациентов, у которых нет симптомов коронавируса. Динара, по поводу снабжения... Да, я вот у вас хотел еще спросить, а как чиновники объясняют, как быть пациентам, которые может быть, доберутся до больницы, но там их не примут, потому что сейчас лечат только тех, кто в критическом состоянии? Как чиновники объясняют, вы знаете, ситуация сейчас напоминает больше такое брауновское движение. Врачи сами по себе, пациенты выкручиваются как могут сами по себе. Минздрав отстреливается от нападок. И нету какой-то таких четких стратегических решений, которые бы сейчас в данную минуту помогали бы врачам сориентироваться. Тот же, например, сейчас отделение в Аше, это второе по величине отделение, детское отделение онкологии в стране, они сейчас принимают только экстренных больных. Но со стороны Минздрава таких указаний не было. То есть если начнут жаловаться родители, то вполне возможно, что полетят опять головы специалистов, которых и так мало в стране. Поэтому если бы Минздрав четко указывал, то есть порядок действий во время пандемии, что необходимо делать, инфекционный контроль, но в то же время не должно останавливаться лечение больных. И вот, к сожалению, в этом плане почти нету никаких стратегических документов, да, на которые мы могли сейчас... Если можно коротко, что сейчас стоит делать онкобольным людям? Как им выйти из этой ситуации? Как из этой ситуации выйти онкобольным людям? Наверное, нам, пациентским организациям, самим пациентам, Минздраву и врачам нам сейчас нужно всем объединиться, потому что ситуация, к сожалению, напоминает как раз-таки болезнь онкобольного ребенка, когда все сложно и невозможно ничего планировать на завтра, границы закрыты, лекарств нет. И спасибо вам большое, у нас очень мало времени, будем надеяться, что ситуация исправится в лучшую сторону. У меня на этом все, меня зовут Сайхан Цинцаев, спасибо за внимание, до свидания. Восток. Утраченные возможности. Как польская идентичность разлагается и припадает пылью. Лысые гопники в спортивках. Я ничего не чувствовал. В моем сердце не было раны. Польша. Брошенный остров. Возможно ли такое? Самые тяжелые автомобильные аварии случаются на железнодорожных переездах. Главные причины таких происшествий – устаревшие системы контроля движения и невнимательность водителей. Уроженка Молдовы Рита Волынски – профессиональная сиделка в Италии. Она приехала на родину делиться опытом и знаниями.